Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ильруха Литяновна, и сегодня урок информатики буду проводить у вас я. Я очень надеюсь, что наш урок будет интересным, познавательным и увлекательным. Каждый из вас имеет возможность сегодня на уроке получить хорошую оценку. Для этого необходимо внимательно слушать видеоурок и выполнить все задания. Желаю вам удачи! Человек без улыбки – это кухня без плитки, это море без чайки, это дом без хозяйки, это кот без хвоста, это хвост без кота. Улыбайтесь всегда и хорошего дня! Давайте проверим домашнее задание. На прошлом уроке мы с вами обсуждали тему «Информационный объем блока текстовой информации». И в рамках этой темы надо было определить информационный объем следующих высказываний Алексея Толстого и Жан-Жака Руссо. Первое задание. Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка. Ответом был 76 байтов или 608 битов. Второе высказывание. Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине только один. Здесь информационным объемом был 57 байт или 456 битов. Тема сегодняшнего урока – понятие о мультимедиа. Цели нашего урока. Вы сегодня узнаете, что такое мультимедиа, какие устройства используют для работы с мультимедиа, с помощью каких программ можно просматривать видео и слушать звукозаписи. Мультимедиа – это сочетание различных способов представления информации. Это объединение разных способов передачи сообщений. Совокупность таких сообщений являются объектами мультимедиа. Под мультимедиа понимают сочетание мультимедийных объектов – текста, графики, звука, видео, анимации и других эффектов в одном файле. Обработка мультимедийных объектов предусматривает их создание и изменение, редактирование или форматирование. Слово мультимедиа от латинского multum – много и английских слов medium – среда. Впервые термин мультимедиа возник в 1965 году для описания театрализованных шоу, например, Exploding Plastic Inevitable, шоу, которое объединило живую рок-музыку, кино, экспериментальные цветовые эффекты. Для вас не секрет, что все устройства компьютера можно разделить на следующие группы: устройства ввода, устройства обработки данных, устройства хранения и вывода данных. Для ввода объектов мультимедиа в компьютер используют видео и веб-камеры, фотоаппараты, микрофоны, смартфоны и мобильные телефоны, планшеты, сканеры, диктофоны. Для вывода объектов мультимедиа используют мониторы, телевизоры, аудио- и видеоплееры, мультимедийные проекторы, наушники, звуковые колонки. Хранение объектов мультимедиа осуществляется в файлах на носителях данных. Мультимедийные проигрыватели. Файлы, которые содержат мультимедийные данные, могут иметь следующие расширения: MP3, MP4, MID, AIF, WAV и другие. Для их воспроизведения нужны специальные программы. Специальные программы для воспроизведения мультимедийных данных называются мультимедийными проигрывателями. Мультимедийные проигрыватели в операционной системе являются медиапроигрыватель Windows. Для воспроизведения звуковых файлов и видеозаписей
можно использовать также другие программы, но их надо сначала установить в компьютер. А вот так выглядит окно программы «Видеопроигрыватель Windows». Как работать с этой программой, я покажу вам на следующих уроках. Чтобы записать звуковой файл, необходимо использовать программу «Звукозапись», которая входит в состав стандартных программ компьютера. Ее загружают по пути «Пуск» все программы стандартные звукозапись, но должны иметь в виду, что для этого вам понадобится микрофон. А где же, на ваш взгляд, используется мультимедиа? Мультимедиа используется в различных отраслях человеческой деятельности. Первое. Вы уже знаете, что мультимедиа активно используется в компьютерных программах, предназначенных для обучения. Эти программы еще называют электронными учебниками. Мультимедиа широко используют при создании кино, видеофильмов и мультипликаций. Без мультимедийных объектов невозможно представить себе современную компьютерную игру. В рекламе справочные системы мультимедиа используют для улучшения восприятия сведений о товарах и услугах. В медицине врачи учатся делать операции, делать перевязки, глядя на видеозапись операции или используя модели-тренажеры, имитирующие тело человека. Мультимедийные объекты используют в науке и в производстве, а также во время проектирования будущих изделий, автомобилей, ракет, самолетов и так далее. Если спросить, где можно использовать возможности мультимедиа, то ответом будет везде. Давайте для закрепления пройденной темы постараемся найти ответы на следующие тестовые задания. Я уверена, вы без труда ответите. Первый вопрос. Особенность мультимедийных продуктов. А. Возможность интерактивного взаимодействия. Б. Наличие текста. В. Наличие числовых выражений. Г. Наличие графических изображений. И ответом является вариант А. Как с английского переводится слово «медиа»? А. Среда. Б. Много. В. Мало. Г. Движение. Думаем, ребята. Правильным ответом является вариант А. Среда. Третий вопрос. Компьютер, на котором предполагается работать с мультимедийными продуктами, должен быть дополнительно укомплектован. Варианты. А. Устройством для вывода звуковой информации. Б. Флеш-накопителем. В. Фотоаппаратом. Г. Специальной клавиатурой. И, конечно же, ответом является вариант А. Устройством для вывода звуковой информации. И четвертый вопрос. Отметьте положительную сторону технологии мультимедиа. Варианты. А. Эффективное воздействие на пользователя, которому оно предназначено. Б. Использование видео и анимации. В. Конвертирование видео. Г. Использование видео и изображений. Если вы хорошенько подумали и нашли ответ, то ответом был вариант А. Эффективное воздействие на пользователя, которому оно предназначено. Надеюсь, ваши ответы совпали с моими. Ведь такие умники вы и умницы. А теперь самостоятельная работа. Подумайте, в какие группы можно объединить предложенные устройства компьютера. Дайте название каждой группе
Есть ли среди предложенных устройств устройства, которые используют при работе с мультимедиа? И ваши ответы вы можете мне отправить по электронной почте, которую я указала на последней странице. Идем дальше. Какой мы можем делать вывод? Нужно рисовать добрые и позитивные мультики, чтобы дарить окружающим хорошее настроение и никого при этом не обижать. Я могу сказать, что будущее мультипликации и развития мультимедийных технологий за вами. Удачи вам! Оцените свои знания и умения по следующим критериям. Если вы сможете объяснить, что такое мультимедиа, сможете привести примеры использования мультимедиа дома и в школе, знаете, что для работы с мультимедийными объектами нужны специальные компьютерные программы, и понимаете, для чего используют мультимедийные проигрыватели, знаете название устройств ввода мультимедийных видео и аудиообъектов, то смело можете сказать, что вы усвоили эту тему. Ну а те, у кого половина этих, не огорчайтесь, у вас есть возможность почитать самостоятельно дополнительные информации о теме. Ну а в общем, вы все молодцы. Домашнее задание – составить 6 предложений, используя предложенные слова. Слова на выбор. А для тех, кто сегодня заинтересовался темой, еще дополнительное творческое задание – составить сочинение, миниатюру с использованием данных слов. Текст должен получиться связным. И ваши ответы вы можете отправить по электронной почте, которую вы видите на экране, или же по WhatsApp, Viber или Telegram на мои номера. Я буду ждать ваши ответы. На этом наш урок закончен. Спасибо всем за внимание. До свидания и до встречи на следующих уроках.